Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде открылась масштабная выставка товаров турецких экспортеров. На встрече в Мешхеде Туркменистан изложил свое видение сотрудничества в рамках ОЭС. Аккредитован новый посол Греческой Республики в Туркменистане и другие новости. Председатель Меджлиса Туркменистана Гулманова приняла верительные грамоты у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Туркменистане Екатерине Ксагарари. В ходе встречи новый посол была ознакомлена с ключевыми векторами внутренней и внешней политики страны. Сегодня в экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась масштабная выставка экспортных товаров Турецкой Республики, в которой принимают участие около 70 турецких компаний из различных отраслей промышленности и услуг. Участники церемонии открытия заслушали приветствие, направленное президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Экспозиция охватывает широкий спектр направлений от технологического и сельскохозяйственного оборудования до бытовой техники и моющих средств. Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым приняла участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества в Мешхеде. В своем выступлении Гурбанов представил позиции Туркменистана по приоритетным направлениям сотрудничества в рамках ОЭС, а также предложения по стратегии развития организации. В частности, была отмечена важность развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также в энергетическом секторе. Озвучена приемлемость расширения промышленного сотрудничества путем создания производственных линий, использования потенциала приграничной и региональной торговли с акцентом на активизацию партнерства в сфере малого и среднего бизнеса. Делегация Международного университета гуманитарных наук и развития посетила с визитом Румынию. В ходе поездки состоялась встреча с руководством Политехнического университета Бухареста, одного из крупнейших университетов Румынии в области инженерных технологий. В ходе встречи проректор Политехнического университета Хория Никула подробно рассказал об истории, структуре академической и международной деятельности румынского вуза и выразил заинтересованность в установлении долгосрочного сотрудничества с Туркменским университетом. Стороны предложили изучить возможности разработки проекта программы двойного диплома по системе 1+1 в области компьютерных технологий. Шуров Ишида создал уникальный способ путешествия по Японии, который привлек внимание общественности своей необычностью и глубиной человеческого взаимодействия. Оставив работу и избавившись от большей части личных вещей, мужчина путешествует по стране, предлагая простой обмен – ночлег взамен на возможность услышать чью-то личную историю. За последние 5 лет Ишида переночевал более чем в 500 домах, используя простой, но эффективный метод поиска крова. Придя в новый город, он выходит на центральную площадь с табличкой, сообщающей о поиске ночлега. Как правило, он находит домовладельцев, чаще всего одиноких людей, которые рады собеседнику и возможности поделиться своими воспоминаниями. Сегодня футбольная команда Алты-Насыр проведет выездной матч против бахрейнской Аль-Халидии в рамках 6-го тура группового этапа 2-й Лиги чемпионов АФК. Игра пройдет на национальном стадионе Бахрейна в городе Риф и начнется в 19:00 по ашхабадскому времени. Алты-Насыр выйдет на поле в синих футболках, соперники из Аль-Халидии сыграют в желтых футболках. Обе команды уже встречались 2 октября в Ашхабаде, где Аль-Халидия одержала победу со счетом 1-0. Чемпионат мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии с учетом экстремальной жары и наступления священного для мусульман месяца Рамадан может состояться в январе, сообщает The Times. Ранее СМИ сообщали, что FIFA может перенести турнир на зиму из-за сильной летней жары в регионе. Первый зимний чемпионат мира по футболу прошел в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.